Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Накануне 4 октября отмечался Всемирный день защиты животных. По информации Всемирного фонда дикой природы, каждый час на Земле исчезают 3 вида животных. За последние 46 лет численность популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на более чем 68%. Красная книга Российской Федерации включает более 400 видов животных, находящихся под охраной закона. О краснокнижных животных Якутии не только. Поговорим с гостем студии. Это Светлан Федоров, главный специалист Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Светлан Петрович, здравствуйте. Добрый день. Для чего учрежден Всемирный день защиты животных? Всемирный день защиты животных, он был впервые учрежден в мире в 30-х годах прошлого столетия. А в России мы отмечаем этот день 2000 года. Это день, когда человек должен осознать свою ответственность перед природой, перед животными. Потому что в наше время, во время высоких технологий, резкого роста антропогенной нагрузки на окружающую среду, животные они являются очень уязвимыми видами. И поэтому в этот день нам говорит, чтобы мы более ответственно относились к животным, помнили про наши ошибки в прошлые годы и не совершали в будущем. Сколько видов животных насчитывается на территории Якутии? Наша республика в силу своих суровых климатических условий, конечно, не так богата в этом отношении по сравнению с другими регионами планеты, где более мягкий, теплый и влажный климат, конечно. Но фауна наземных млекопитающих у нас насчитывает более 300 видов. Из них в основном 280 видов – это птицы, более 60 видов – это млекопитающие, 40 видов рыб и несколько тысяч видов земноводных и насекомых. Сколько видов животных занесены в Красную книгу Якутии, когда в последний раз была опубликована Красная книга Якутии? Красная книга – это основной государственный документ для выявления в целью сохранения редких, и уязвимых и исчезающих видов животных. Как вы уже до этого сказали, у нас в стране имеется Красная книга Российской Федерации, это общий, самый главный документ. А также более 70 субъектов России, они учредили свои региональные красные книги, в том числе и мы. Наша Красная книга обновляется через каждые 10 лет. Последний раз обновлялся в 2019 году. И насчитывает, если не ошибаюсь, 134 вида животных. Это 66 видов птиц, 20 видов млекопитающих, 4 вида рыбы и насекомые. А кроме Красной книги, какие еще механизмы разрабатываются на федеральном и республиканском уровнях для защиты животных? Их у нас несколько. В первую очередь, это, конечно, Красная книга, потому что когда какой-то вид животного заносится в Красную книгу, то автоматически охота на этот вид объявляется незаконным, то есть запрещается. Также растут штрафы и размеры ущерба при незаконной добыче этого вида, так что это очень действенная мера. Также, во-вторых, это, конечно, законодательная база. Приведу пример федерального закона о животном мире, об охоте и сохранении охотничьих видов, об ответственном обращении с животными. В-третьих, я бы хотел сказать про особо охраняемые природные территории. Это территории, которые создаются специально для сохранения конкретных видов, не только редких и уязвимых, исчезающих, но и также ценных, в том числе охотничьих видов животных и среды их обитания.
У нас в настоящее время в республике 235 особо охраняемых природных территорий федерального, республиканского и местного значения, это, которые суммарно занимают 38% всей республики. А учитывая, каких размеров наша республика, то можно легко представить себе, какая огромная территория отводится для этой цели. В-третьих, это, конечно же, биотехнические мероприятия. Биотехния – это, например, подкормка. Что такое подкормка? Это зимой, когда очень суровая, у нас же суровая зима, когда животным трудно, тяжело добывать пропитание, мы сооружаем места подкормки, куда ложим, например, сено, веники, соль для подпитки их популяции, чтобы их популяция из-за голода не уменьшалась. Также это борьба с браконьерством, незаконной охотой. Также это расселение, это лечение больных животных. Ну, вот так. Какие популяции животных совсем исчезли, ну и какие совсем малочисленны в настоящее время? Ну, в историческом плане я бы привел пример исчезновения популяций овцебыков и лесных бизонов, которые на нашей территории когда-то обитали, а потом по разным климатическим условиям, причинам они исчезли. Сейчас как раз наша республика проводит мероприятия по их возрождению. Так, например, мы расселили весь арктический, всю Арктику нашей республики овцебыками. Также построили 2 питомника лесных бизонов в Хангаласском и Горном районе. Эти меры очень действенны. Например, если овцебыков всего года 3-4 назад у нас было около 4000 особей, то сейчас мы насчитали 6500. Вот. А лесные бизоны у нас их пару лет назад было более 200, и сейчас их более 300. Мы даже уже немного их выпускаем в естественную среду. И из уязвимых видов, которые могут исчезнуть при отсутствии специальных мер по сохранению, это, конечно же, белые медведи, которые у нас их очень малое количество. Это лаптевский подвид моржей, это стерх, это сивуч, нарвал, ну и некоторые виды. Вот вы назвали несколько исчезающих видов, чья популяция увеличивается. А как вы ведете мониторинг за этими видами? Каким образом они питаются? Может быть, расскажите об этом. У нас в основном основной вид мониторинга и учета – это зимний маршрутный учет, это который проводится зимой. Это по следам мы их рассчитываем. Их, например, проводят на общедоступных угодьях наши госинспектора и должностные лица наших подведомственных природоохранных учреждений. На охотничьих угодьях учет проводится охотпользователями, за которыми вот эти угодья закреплены, на особо охраняемых природных территориях нашими подведомственными учреждениями. А также есть авиаучеты, которые приводятся с использованием самолетов, вертолетов. Это в основном в отношении диких северных оленей. А также анкетно-опросный учет, который проводится в отношении в основном хищных животных. А также мы каждый год в отношении редких краснокнижных видов заказываем и проводим научные исследовательские работы с привлечением наших научных учреждений. Расскажите, какие виды животных удалось сохранить, которые, например, находились совсем на грани исчезновения благодаря вот мерам, которые вы назвали? Ну, в основном я вот тут привел пример стерха. Стерх в конце прошлого столетия мы насчитывали где-то 1500-2000 особей.
А сейчас, вот, например, я уже говорил об особо охраняемых природных территориях. Некоторые вот особо охраняемые природные территории, они создаются в целях сохранения ряда различных видов животных, да, например, в том числе охотничьих, например, лося, косули. А некоторые особо охраняемые природные территории, они создаются вот конкретно для какого-то вида животного. Вот, например, заказник Медвежьи острова, как видно из названия, это белые медведи. Заказник Каталык, это в Алайхском районе, вот, и Чабда, Кюбский, они созданы в целях сохранения стерха. Вот, например, ресурсный резерват Терпей-Тумус, там у нас находится лежбище лаптевского подвида моржей, тоже краснокнижный вид. Ну вот, как раз-таки хорошая новость пришла, как раз-таки во Всемирный день защиты животных. Обнаружили белую медведицу с двумя медвежатами. Как раз такая хорошая новость к празднику. Но вообще какие проекты по восстановлению и возрождению животных осуществляются на территории Якутии? На территории Якутии уже с давних времен проводятся 4 международных проекта. Это с поддержкой нашего правительства, правительства Российской Федерации и ВВФ России. Это в первую очередь расселение овцевиков, это реакклиматизация лесных бизонов в Центральной Якутии, это охрана и сохранение перелетных птиц, это отношение вот как раз терков, и также медвежий патруль. Светлан Петрович, что бы вы пожелали ко Всемирному дню защиты животных нашим телезрителям или, может быть, вашим коллегам? К уважаемым телезрителям, к своим коллегам я бы пожелал более ответственного подхода, более ответственного отношения к окружающей среде, к нашим меньшим братьям, животным. И хотел бы, чтобы человек перестал быть грозным и жестоким царем природы, а стал бы добрым, заботливым ее хозяином и, возможно, даже другом. Светлана Петрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.